Салам алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 27 декабря 2024 года, 17 часов 2 минуты по Берлину, 19 часов 2 минуты, соответственно, по городу Джохару. Друзья, вас всех приветствую. Сегодняшний свой стрим я назвал «Шок. Россия мстит Турции за Сирию, атакуя гражданский лайнер». Давайте об этом и многом другом поговорим. Всем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, заботьтесь о вашей безопасности и будьте начеку. Не ставьте лайков, не пишите комментариев, не распространяйте ссылку на наш стрим. Все остальные делайте, что посчитаете нужным делать. Так, как обычно, хочу начать свой стрим с сообщения от Генерального штаба Вооруженных сил Украины о потерях русских оккупантов за прошедшие сутки. Уничтожено и ранено за прошедшие сутки 1650 террористов. 14 танков уничтожено, 18 боевых бронированных машин, 22 артиллерийские системы, 1 аэркрафт, 28 БПЛА, 82 автомобильной техники и цистерны и 1 спецтехника. Слава Украине, слава ЗСУ. Маш, Вова и Карфаген. Конечно, первый, у тебя же ник Карфаген. Валейк салам, Алаш. Всех я вас, друзья, приветствую. Давайте об этом и многом другом поговорим. Вы знаете, что Lockheed Martin, такая есть фирма, производит военное вооружение, в том числе, представил новую крылатую ракету JASSM XR с дальностью полета до 2000 километров. Очень мощная бомбочка. Ну, такие вот дела. И вчера, когда у нас был стрим, позавчера был стрим на чеченском языке, когда бывает, вы там наступите на хвост какому-нибудь животному, там, щенку или собачонке, она начинает скулить и стонать. Так вот, позавчера было хуже, чем когда если наступили на хвост какого-нибудь живности. Я полагаю, сегодня тоже тема, которую мы сегодня будем обсуждать, о том, что Россия мстит Турции за свое поражение в Сирии, атакуя, причем азербайджанский лайнер. Знаете, у нас, у чеченцев, есть такая пословица: не осмелившись побить лошадь, ударить лошадь, побил седло. Не осмелившийся побить лошадь, побил седло. Вот точно так же мне напоминает попытка уничтожения самолета рейса Баку-Грозный над временно оккупированной Чеченской Республикой Ичкерия. Напоминает мне вот эту чеченскую пословицу. Побоявшись нанести удар по Турции, нанесли удар по сателлиту Турции, по союзнику Турции. Как же это хорошо характеризует тех, кто нанес этот удар. Ну, самое интересное, друзья, после того, как был сбит самолет, как вся вот эта система была запущена, мы увидели очень много изъянов, увидели очень много
несостыковок, сомнительных моментов. Ну и с учетом того, что мы знаем, как себя ведет российская пропаганда. И ну, было очевидно, что что-то нечисто, что-то нечисто. И самое парадоксальное, самое абсурдное, то, что тут на Западе так называемые русские оппозиционеры, от там Найки, Асланяны, там Фейкины и все в один голос начали говорить после того, как увидели на фюзеляже самолета, на хвосте самолета, увидели пробоины от шрапнели, которая могла быть только из ракеты, которая была запущена в сторону самолета. Следы могли быть только от нее, от этой ракеты. И уже отпираться, еще официальная версия, конечно, этого не признала. Просто вчера или позавчера, когда я писал свой первый текст по горячим следам, тогда уже было очевидно, что уже были эти пробоины видны на самолете. Было понятно, что никакие не птицы. И ну, отпираться, кроме российской официальной стороны, отпираться другим уже как бы было бессмысленно. Уже азербайджанская, вчера или сегодня азербайджанская сторона заявила, что отпираться бессмысленно, признайте русских. Так вот, с первых дней, с первого момента, как только самолет упал, уже все начали говорить, что понимать, что это как бы, ну не может быть таких дыр на самолете там, от птиц или там, от разваливания двигателя, как там один утверждал на настоящем, по-моему, времени, или на «Голос Америки», какой-то русский якобы эксперт утверждал. И вот все в один голос начали говорить о том, что самолет был атакован, но атаковали его не специально. Ну, типа, не специально никто не говорит. Говорится, что был, да, атакован самолет, но в этот день были украинские дроны атаковали якобы Чеченскую Республику, временно оккупированную. И именно поэтому были вынуждены стрельнуть и попали вот по самолету. Но дальше их логика полностью начинает противоречить самой сути логики. Дело в том, что они говорят, как только они выстрелили в этот самолет и поняли, что они сбили или попали не в ракет, не в беспилотник украинский, а в пассажирский лайнер, они почему-то его направили в Каспийское море, чтобы он там упал. Вот такая логика. Вот у Асланяна, у Майка Найки еще дошли до того, что у Кадырова есть какое-то ПВО. У Кадырова армия есть, ПВО есть, наверное, ядерное оружие, как Орешкин там с Киселевым обсуждали. Ядерное оружие есть у Кадырова и так далее. Давайте придадимся логике, друзья. Разберем просто эту версию консерв, которые здесь на Западе яростно изображают из себя каких-то оппозиционеров. Допустим, вы, зритель, я обращаюсь к тебе, ты находишься за установкой там какой-нибудь Панцирь-С, которая стреляет ракетой земля-воздух по самолету. И у вас нет задачи сбивать мирный гражданский пассажирский самолет, авиалайнер. Ваша задача защитить небо от украинских беспилотников. И вот тут вы слышите какой-то гул, шум, видите какой-то объект на радаре и наносите удар со своего панциря или еще с чего-то. Самолет не падает, ни беспилотник украинский, так называемый, не падает, ни что-либо другое с неба не падает. Но там на небе вам сообщают, что по нам стреляют. И вы понимаете, что это не украинский беспилотник, а пассажирский авиалайнер. Что вы сделаете в том случае? Вы же ошиблись, вы же нечаянно сделали, вы не совершили ни одного преступления. Даже если бы вы его уничтожили бы, этот самолет полностью, а не чуть-чуть его зацепили,
Даже в таком случае все 67 человек, если вы убили, уголовной ответственности на вас нет. На ком угодно может быть. Кто не закрыл там пролет самолета и так далее. Но вы не собирались уничтожать гражданский самолет. Вы стреляли в украинский беспилотник. И вот выяснилось, что нет там никакого беспилотника, а есть гражданский самолет. Что вы сделаете? Правильно, вы скажете, что нужно уничтожить 67 пассажиров, потому что вы уже выстрелили по этому самолету ракетой. И теперь все знают, что у вас, что есть у вас ракета, что вы там находитесь. Ну что? Вот эту логику нам предлагают разные Асланяны, там разные Фейкины и все остальные. Представьте себе. Вы не совершили никакого преступления, но после того, как этот самолет не упал, почему-то вы решили его утопить в Каспийском море. Абсолютно абсурдная логика, понимаете? Наоборот, если бы вы случайно попали бы в самолет, вы бы сказали бы, да, это был гражданский самолет, выяснилось, оттуда сообщают, там, с самолета сообщают, что по нам стреляют, по нам не стреляйте и так далее. Немедленно прекратите огонь, это гражданский самолет, давайте эвакуацию, давайте скорую, давайте будем сейчас сажать этот самолет и постараемся спасти этих людей. Если бы этот самолет садился бы не на мягкий грунт у побережья, а если бы сел бы на бетонную специальную дорогу авиационную, то, скорее всего, он бы даже не развалился в небе. Он бы спокойно сел бы. Если бы самолету позволили сесть в Грозном, бывшем Грозном, ныне временно оккупированном столице Чеченской Республики Ичкерия, городе Джахаре, либо в Махачкале, либо в Минводах, ну, где угодно можно было посадить самолет. Но нет, если вы случайно выстрелили в него, и потом вы решили, никого не убили вы, к счастью, никто не погиб, но вы решаете утопить этот самолет в Каспийском море, убив 67 человек. То есть вы стреляли и не совершали по нему, не совершали преступлений, потому что вы стреляете в украинский дрон. Но потом, когда вы поняли, что это гражданский самолет и там находятся люди гражданские, вы его топите в Каспийском море. В таком случае, тогда вы точно совершаете преступление. Вы умышленно убиваете, массово убиваете 67 человек. Вот эту версию нам предлагают для принятия. Почему? Потому что нужно каким-то образом объяснить, откуда взялась шрапнель на обшивке самолета. И нужно объяснить, каким путем самолет оказался над Каспийским морем и летел 500 километров через все Каспийское море в сторону Актау. А я вам расскажу, как это все произошло. Это моя гипотеза, моя версия, которая, на мой взгляд, намного более подкреплена доказательствами, чем та, которую приводят российские пропагандисты. Дело в том, что Россия, потерпев сперва о мотиве, Россия, потерпев сокрушительное поражение, позорное поражение в Сирии, сдала Башара Асада, который бежал на военную базу российскую, якобы под защиту. Оттуда без его разрешения был схвачен и вывезен российскими военными на территорию России. То есть Сирию сдала сама Россия. В обмен на что? Ну, вероятно, на какие-то поблажки в Украине. Другого у России нет. Это главный ее камень преткновения. И тогда нужно отомстить, как это обычно делается, на России. Месть. Мотив – месть. Месть Турции за поражение в Сирии. Не Америки. Хотя и Америка, и Израиль принимали участие. А Турции, которая, якобы, не должна была там принимать участие, по версии, наверное, русских. Но если вы уничтожите самолет, либо корабль воздушный это будет, либо водный, либо вы уничтожите посольство, либо еще что-нибудь турецкое, то это казус белли, повод к войне, нападение на страну НАТО.
А Азербайджан у нас, как известно, не страна НАТО. Соответственно, Россия, побоявшись нанести напрямую удар по Турции, нанесла удар по ее ближайшему союзнику, так сказать, по младшему брату Азербайджану. Причем нужно это было сделать и так, чтобы не осталось следов даже по уничтожению азербайджанского авиалайнера. Дело в том, что уничтожение воздушного судна является тягчайшим преступлением и является террористическим актом. Нанесение по гражданскому судну целенаправленного удара является тягчайшим преступлением. И тогда, если вы обратите внимание, как расположен город Махачкала и город Джохар, бывший город Грозный, вы можете провести прямую линию от Грозного, Махачкала, начинается Каспийское море, и ровно через Каспийское море появляется на берегу, фактически на берегу моря, является расположен город Актау и аэропорт, соответственно, который расположен там. И вот после того, как не дали сесть самолету в городе Грозном, бывшем Грозном, ему предложили проследовать 2 раза, говорят, он заходил на этот Грозный, 2 раза ему отказали, якобы из-за тумана. И ему предложили проследовать до Махачкалы. Тоже очень важный один интересный момент в том, что нам раньше сообщали, даже показали журналиста специального, который стоял в тумане. Мне тут гражданин Ичкерии писал, что был туман. Но сейчас появляется новая версия у России. Значит, дело не в тумане. Русские не позволили самолету сесть. Не потому, что был туман, а потому, что была программа, как это называется у них там, «Закрытое небо» из-за украинских дронов. Про дроны мы вернемся отдельно еще поговорим. И, соответственно, если небо закрыто, то там не должен был появляться азербайджанский авиалайнер. Соответственно, получается, что не из-за тумана перекрыли. Короче говоря, в Грозном он не садится, ему предлагают проследовать до Махачкалы, это по прямой, он летит по прямой до Махачкалы, там ему тоже отказывают, и вот тогда он летит на Актау, пересекая, ему говорят, нам сообщают, что об этом сам пилот захотел лететь на Актау, но, вероятно, его к этому подогнали, все другие закрыты, ближайший только Актау, он сказал, хорошо, на Актау, так на Актау. 500 километров там ему лететь или около того, и вот он полетел. И вот как только он оказывается над морем, над Каспийским морем, я предположил по горячим следам, что пилоты сами отключили свои транспондеры и пропали с радаров. Но нам сообщают, что, оказывается, это было предпринято российскими военными. Они заглушили все. Тогда это еще усугубляет их положение, российских военных. Таким образом, они просто обрывали его связь с диспетчерской службой для того, чтобы его сбить над Каспийским морем. И вот в этот момент запускается ракета, когда уже самолет находится над Каспийским морем. Вот в таком случае самолет падает, если бы все как они планировали, падает в Каспийское море. И, фактически будет трудно достать обломки и так далее. А там уже на российской территории, там российские аквалангисты и так далее. Следы скрывать они умеют. Кстати говоря, еще нет никаких гарантий, что сейчас они там в Казахстане не скроют следы. Потому что Россия привлечена в качестве эксперта. Почему, если она подозревается в том, что она сбила самолет, почему это делается, непонятно. Наверное, будут спускать на тормозах это дело и будут пытаться как-то его замылить. Посмотрим. Посмотрим. Поэтому вот такая вот у меня версия вырисовывается. Версия, она, может быть, имеет какие-то изъяны.
Да, ковер вроде бы этот режим Ибрагим назывался. Спасибо, что подсказал. Ну, получается, что вот эта версия и мотив имеется, и объясняется, почему именно самолет пропал с радаров, и почему по нему был нанесен удар именно над Каспийским морем. Почему же самолет не упал? Вероятнее всего, ракета взорвалась немного на отдаленном расстоянии, чем планировалось, чтобы она взорвалась. И она не сильно повредила самолет. Некоторые утверждают, что 2 даже было хлопка. То есть было 2 ракеты выпущено. Некоторые из пассажиров, которые находились, один из пассажиров, по крайней мере, я слышал его рассказ, он говорил, что он слышал 2 хлопка. Поэтому Россия фактически нанесла удар, и в соответствии с чеченской пословицей, она очень сейчас кстати, побоявшись побить лошадь, ударить лошадь, побил седло. Вот приблизительно Россия так и поступила. Давайте об этом и многом другом поговорим. Вроде следствие идет, пока официальной версии нет. Ну, официальную версию вы, в принципе, можете сегодня услышать на нашем канале. Да. Она будет очень близка, я думаю, к истине. Так, валейк салам, PDDD, валейк салам, Аслан, человек Машуэль, валейк салам. Так. Что у нас тут? Давайте почитаем ваши комментарии, друзья. В Чечне до 200 тысяч российских солдат, не считая разгвардейцев. Так. Я смотрю, активизировались. Знаете, когда тема как-то их очень задевает, они очень активизируются. Смотрите, как они тут возбудились. Ну ладно, давайте я вас тогда забаню, чтобы вы тут особо мне тут не мешали. Потому что мы тут серьезные люди, обсуждаем серьезные вещи. А вам тут не место, как говорится. Вам тут не место, троллятина. Основные свидетельства борта говорят, что был хлопок извне на подлете к Казахстану, но хорошие русские невзоры говорят хором о ПВО Кадырова. Да, я видел, все говорят. Знаете, очень хорошо себя прорекомендовал канал НИСО, есть такой канал, он вместо Адат. Помните, были такие братья, которые резко выскочили, там, срубили 5000, по-моему, долларов, или сколько, 50 тысяч долларов срубили, и потом куда-то исчезли, полностью себя дискредитировав. И за место них теперь появился канал НИСО. Тоже они такие все такие религиозники, такие все такие правильные, там такие какие-то вещи говорят, ну, которые греют, радуют слух. Ну и в итоге сегодня вот с этим инцидентом, кстати говоря, я не закончил по поводу дронов, который вот этот канал НИСО, кстати, распространился своим водяным знаком, везде себя рекламирует и так далее. Но мы должны теперь понимать, что, да, ну, как бы особо не слежу, но было понятно, откуда все это вылезло после того, как они с Абдурахмановым Тумсо, там, Халитов, Малитов, все вот они вместе обсуждали, было понятно, кто они такие. И сейчас, ну, дальше только мы будем видеть вот эти признаки, подтверждающие, что это симулякры, искусственно созданные и действующие в угоду Кремля,
а не в угоду чеченского народа. Так вот, если вы обратили внимание, в этот день, 25 декабря, после того, как было опубликовано видео, где сбивается якобы какой-то дрон, его опубликовал племянник Рамзана Кадырова, Хамзат Кадыров, непонятно, никак нельзя верифицировать это видео, нельзя определить, где, что это взрывается, якобы какой-то дрон летит и какая-то вспышка, взрыв, и все, вот это сделано, мы вот подбили дрон и так далее. Никаких других ни обломков, ни идентификации обломков, ничего нет, ни ямы нет, ни попадания нет, ничего нет. И вначале вот этот ковер, так называемый режим ковер, его тоже о нем не говорили. Это сейчас начали они говорить, что вот режим ковер был, потому что нельзя же им сказать, что вообще полетов украинских дронов не было, и они просто так стреляли по воздушному судну, которое летело где-то со стороны там Азербайджана, со стороны там Закавказья. Не со стороны там Запада, там, со стороны Украины, а со стороны с Азербайджана летело. Вот они должны сказать. Поэтому нету ни одного, кстати, это тоже подтверждает, что это умышленно подготовленная, спланированная акция по уничтожению этого авиалайнера. Говорит о том, как они начали заметать следы, начиная с поджога закрытого, неработающего торгового центра во Владикавказе, что по нему якобы тоже пролетел дрон. И причем здесь прилетевший, кстати говоря, дрон, который попал в соседнюю республику, даже если он прилетел бы. Но вот делалось это, видимо, для того, чтобы отвлечь общественное внимание на якобы атаки дронов украинских и так далее, и так далее. Никакого дрона в эти дни, в этот день 25-го, никаких дронов не было, кроме вот этого кадыровского, вот этого Хамзат, то, что опубликовал видео. И это видео, вот этот НИСО канал распространил, и потом Невзоров его распространил. Все начали говорить о том, что все-таки была атака дронов украинских и беспилотников. Украинская сторона пока не сделала по этому заявление. Не знаю, почему молчит украинская сторона. Было бы правильно, если бы она сказала, что мы в этот день не били. К нам это отношение не имеет. Тем более Азербайджан поддерживает Украину. И я думаю, Украина должна в этом смысле проявить солидарность с Азербайджаном и сказать об этом, запускали ли они дроны или нет. Но по моей информации, по информации, которую мы можем видеть из открытых источников, в этот день налетов, атак дронов, беспилотников украинских не было. Значит, тогда версия, и если это подтверждается, что точно, что это этих нападений при помощи беспилотников не было, то тогда точно только стреляли по гражданскому самолету, и специально его окружили, выводили его на нужную траекторию, чтобы, как я уже сказал, лайнер упал в Каспийское море, и чтобы они могли скрыть следы. Но вот таким вот образом у них не получилось. Посмотрим, что с этого будет, какие меры предпримет Азербайджан, какие меры предпримет Турция. Били по Турции фактически, по стране НАТО. И вообще, работает ли 5-я статья в таких случаях? Если страну НАТО боятся атаковать, атакуют ее сателлита или ее союзника какого-нибудь. Интересно, в таком случае должна работать 5-я статья? Интересно. Слава ЗСУ, героям слава, героям слава. Так, мотаем дальше. Хватит. Я смотрю, как им надоело, как не нравится им то, что мы обсуждаем. Представьте? Ну, конечно, это такая болезненная тема. Они не рассчитывали, что самолет дотянет до земли.
и что он упадет, реально рассчитывали, что он упадет в воду. Немного на отдаленном, немного не сильно повредили. Да, Максим, именно так. Немного на отдаленном расстоянии взорвалась ракета, и шрапнель не полностью уничтожила самолет, как было запланировано. Причем, я полагаю, было все-таки 2 ракеты. А она или обе ракеты, или одна взорвалась, или взорвались на немного отдаленном расстоянии, поэтому задели только немного крыло и заднюю часть самолета. Благодаря этому. А у нас есть доказательства того, что вот есть, если бы она вообще далеко взорвалась, мы бы так и не поняли бы. Самолет просто вышел бы из зоны обстрела. А так мы видим доказательства. Явилась истина и сгинула ложь. Воистину ложь обречена на погибель. Все, за что не берутся русские, все у них получается не... Так. Кстати, никто во Владикавказе дрон не видел. Мутная история. Авраам, мне тоже показалась мутная история. Знаешь почему? Потому что обычно совсем по-другому происходит. Обычно у всех есть телефоны, и обязательно хоть одна камера запечатлит летящий дрон. А у него свой характерный звук. А нам показали во Владикавказе, закрытом, мы ни разу не видели, чтобы украинцы били по торговым центрам, как это делают русские. И мы не видели вообще, чтобы даже русские били по закрытым торговым центрам. Тем более, чтобы это делали украинцы. Абсолютно бесполезное занятие, правильно? И нам показывают с торгового центра, камера внутри торгового центра находится. Без характерного звука, без какого-либо подлета. Просто бабах такой взрыв происходит, хлопок такой. И все. И ни окончание этого взрыва, что последствия потом от этого взрыва произошло, ни начало этого взрыва, несколько секунд, чтобы мы услышали звук дрона. Всего этого нет. Да, это, конечно, случайно кто-то там, не умеющий пользоваться, там как-то обрезал там, и так далее. Все могло быть. Но с учетом всех вот этих сомнительных факторов, и этот фактор вызывает тоже большие сомнения. И происходит какой-то пожар, возгорание, и все начинают там говорить о нем, об этом. И все говорят, что это дрон. Но если бы там был бы дрон, было бы еще понятно как-то, что они обсуждают. Но тут никакого обсуждения, никакого дрона, следов дрона, признаков дрона мы не увидели. Вот поэтому это все вызывает сомнения. Дроны вообще ни на Владикавказ, ни на город Джохар, ни на временно оккупированную Чеченскую Республику в тот день, скорее всего, не летали. Самолет специально не давали ему сесть. Может, какой-то туман был, где-то был больше, где-то меньше. Но никакого режима ковер и полностью там стоп небо или как там, стоп колесо, как они на земле делают, может. Вот эта программа, вот этого режима тоже не было. А сейчас уже говорят, что это не из-за тумана, а из-за того, что у них был вот этот введен режим ковер. Как-то так. Приветствую, свободный народ. Благодарю за поддержку Украины. Приветствую, Кариша. Слава Украине. Они думали, что море упадет и след простынет. Но пилот очень был умным и доказал, что подбили. Да, они рассчитывали, они его, я так полагаю, специально выводили его, не давали ему сесть. Везде все аэропорта закрыты, и вам нужно лететь Октау. Вот я это так вижу. Сперва он на Грозный, с Грозного потом в Махачкале он пробует сесть. Нет, а там топливо, самолет небольшой, топлива, скорее всего, немного.
И ему предлагается лететь для ближайшей. Ближайшей не Минводы, не где-то там в другом месте, да, где можно было бы сесть. В каждой республике на Кавказе есть, по-моему, аэродром. Но ему предлагают лететь в Актау. Они, скорее всего, это моя гипотеза, они выдвигаются в сторону Актау, появляются над Каспийским морем, в этот момент по ним запускается 1 или 2 ракеты. Ракеты взрываются на относительно отдаленном расстоянии, и поэтому не сильно повреждают самолет. Русские сразу же забрасывают версию, нам говорят, что это летчики, что там переписка. Сейчас уже верить ничему нельзя, что будут говорить, писать русские. Будем ждать. И то сейчас вот эта комиссия, она меня тоже смущает, потому что туда включили русских. Почему русских, если они и обстреливали, и какое они отношение имеют, если они не дали сесть этому самолету на своей территории. Пункт назначения, и он тоже включен. Зачем включен пункт назначения? Не надо туда русских включать. Когда был сбит MH17, Боинг, над Украиной, когда там в начале войны они там сбили, русские очень настаивали, чтобы их включили в комиссию, но им отказали везде. Почему это делает Азербайджан, непонятно. Потому что, ну, если как минимум подтасовать не получится, но будут забалтывать, там, обманывать. Вы помните, сколько было версий, да, кто помнит, сколько было версий по этому MH17. Когда они там, то украинский это истребитель был, что там это был украинский БУК, что это был БУК на украинском истребителе. Причем показывали нам истребители, которые там рисовали, прям это их не Генштаб рисовал, да, карты, они целые большие карты вывешивали. Там показывали нам украинский самолет, который должен был выглядеть как там, я не знаю, как какой-нибудь там супер-мега-авианосец по размеру там несколько сот метров, там у них они чуть-чуть не рассчитали этот рисунок, который рисовали якобы на своих спутниковых снимках, ну и так далее. Ну, мы помним, сколько бреда они нам рассказывали, только лишь чтобы не признать, абсолютно без стеснения и так далее. Поэтому сейчас они будут делать то же самое. Есть свидетели живые, люди тут не поможет обмануть. Да, дело в том, божественно, полностью с вами согласен, все, это уже даже не обсуждается. На фюзеляже есть следы от пробоин, есть живые свидетели, есть женщина, если она не погибла, у которой была ранена нога, после того, как шрапнель пробила салон и попала ей в ногу. Поэтому, ну, как бы уже есть все доказательства тому, что самолет пытались целенаправленно сбить. Но возникает другой вопрос. Почему его собирались сбивать? Сбивали украинский беспилотник. Сейчас эта версия будет выдвигаться как основная версия. Сбивали этот беспилотник, пытались сбить беспилотник и попали в вот этот азербайджанские авиалинии, рейсы попали в Баку-Грозный. То возникает следующий вопрос. Почему тогда отправили на Актау? Вот почему. Почему ни в другие какой-нибудь аэропорт не дали сесть? Нам все говорит против России, понимаете? Все просто. Все говорит за то, что была умышленная попытка уничтожения гражданского авиалайнера. Это однозначно. Однозначно. Так, давайте комментарии ваши, друзья, почитаю. Ассаламу алейкум. Все верно, говоришь, брат мой. Ва алейк салам, Владимир. Ассаламу алейкум, Аслан. Ва алейк салам, Евгений. Россия уже не первый самолет сбивает, включая свой собственный. Сейчас будут изворачиваться, выкручиваться, искать на кого свалить. В предыдущих случаях было так. Евгений, мне кажется, они даже знают, на кого будут валить. И я думаю, и ты сейчас можешь догадаться, если еще не догадался. Будут валить все на Рамзана Кадырова. Первое, что запускается, это его ПВО было, что мы никакого отношения не имеем. Это Рамзан ударил. Рамзан Кадыров уже, говорят, предложил
там помощь, что он там готов оплатить и так далее. И азербайджанская сторона заявила, что нам не нужны ничьи такие подачки, нам нужно. Так, что у нас получилось? Все, пропали мы, да, с экранов, с радаров. Ну что, продолжаем. Так, поэтому я думаю, Евгений, они будут все сейчас валить на Рамзана Кадырова. Он, конечно же, с большой честью примет на себя эту великую миссию, скажет, да, да, это мы ее ПВО, причем сам он лично ее изготовил, академик ведь как-никак. Скажет, что это он стрелял, но вот случайно так получилось, там несогласованность действий там, и так далее, и так далее. Я думаю, так это будет. Дронов точно не было. Дронов точно не было. По-моему, были. Буданов тот же прокомментировал уже это вроде бы. Леонид, смотрите, я 100% исключать, что дронов не было, не могу. Не могу, потому что, ну, я только лишь, конечно же, исхожу из косвенных доказательств, которые вот имеются в открытых источниках. Из открытых источников. Поэтому я этого не знаю. Если же Буданов что-то сказал, вы меня простите, конечно, это ваш герой, все такое, но я Буданову не верю ни от слова совсем. Вообще я ему не верю. Вот есть все основания полагать, что ФСБ и представители украинской власти могут совместно делать операцию для того, чтобы разжечь войну на Кавказе. Якобы для того, чтобы отвлечь внимание от Украины. Поэтому Буданову я не верю от слова совсем. Ну, даже если этот дрон был, то я не вижу никакого смысла после того, как попали вы в самолет и нанесли ему какие-то повреждения, он еще на лету, вы никого не убили, то не попробовать их спасти нет никакого смысла. Вот, ну, нелогично просто дальше добивать, пытаться его свалить куда-то в море. Но эта версия не выдерживает критики. Был ли дрон или нет, я полагаю, что не было дронов в этот день. Ну, да или нет, ну, посмотрим. Посмотрим. Я надеялся бы, чтобы это было было ведомство не Кирилла Буданова, а какое-нибудь другое ведомство. Было бы хорошо подтвердить. Чтобы не СБУ, там, не ГУР, а военные, например, подтвердили бы. Или какие-то независимые политики, чиновники подтвердили бы. Было бы хорошо. Расист сколько говорят так. Принесли народам, что оккупировали. Да, Владимир, совершенно верно. Интерес другой, что думали его утопить концы в воду буквально, и главное, свидетели живы. Вот в том-то и дело, Леонид, как вы себе представляете утопить самолет, если вы его только чуть-чуть ранили? Понимаете? Он не утонет, он не упадет. Если он сразу не упал, значит, ну, у вас нет надежд, если вы рассчитываете, ну, глупо рассчитывать, если вы стрельнули в него ракету, он не упал, да продолжил свое движение, что вот он упадет над Каспийским морем. Или в Каспийское море упадет, разрушится над Каспийским морем. Ну, нет. Я думаю, моя версия, она более состоятельна в этом смысле. Что они ему не давали сесть специально, и потом направили в Махачкалу, а напрямую в сторону Актау, и сказали, ну и Махачкала не принимает, у нас здесь туман, извини, тебе нужно лететь в Актау. И вот когда он появляется над морем, вот в этот момент наносится удар. Вот да, в таком случае есть надежда, что он упадет в воду, и все, и следы попадания ракеты будут скрыты. Вот так. А если вы где-то над Грозным в него стрельнули, там его немножко задели, ну то вам нет смысла, то если вы случайно в него стреляли, не умышленно его потопить, уничтожить хотели, а случайно, если стреляли в украинский дрон, а попали в него, то ну, вы как минимум должны извиниться и сказать, да-да-да, пожалуйста, все, скорую, все, давайте, сажайте
Грозном, Махачкале, где угодно сажайте, спасайте людей там и так далее. Вероятно, он даже не развалился бы, по крайней мере, вот так сильно, может быть, не развалился бы. Если бы он сел бы на твердую почву, а не мягкий грунт, как он сел. Да, хотели убить любым путем. Да, я думаю, только так. И то, что Рамзан Кадыров наградил своего племянника, сразу же, чисто по путинской, по ФСБшной вот этой методике, как он выложил видео, как они сбивают украинский дрон, все, сразу же его Рамзан наградил. Совпадение? Вполне возможно, но мне так не кажется. Да, странно племяннику, вот как раз об этом я и говорю. Дали племяннику медаль, а он именно выложил видео про дроны. И если сейчас Буданов будет прикрывать это, ну, Буданов у меня не вызывает ни малейшего доверия. Ни малейшего. Так. Выяснить точно, были дроны тогда или нет. Была ли тревога, например. Точно узнать. Потому что если были, то уходят, сбили по ошибке, потом пытались утопить, но не получилось, не фартануло. Так в том-то и дело, Леонид, вот вы тоже придерживаетесь этой же линии. Если попали по ошибке, то зачем его сбивать? Если вы попали, даже если вы их убили все 67 человек, вы не совершили преступление. В соответствии с Уголовным кодексом, вы защищали свое небо и нечаянно сбили самолет. Все, на вас вины нет. Но после того, как вы установили, что это гражданский самолет, и вы как-то попали к нему своей ракетой, там чуть-чуть его поцарапали, наверное, чтобы не ремонтировать его тогда, получается, надо все 67 человек утопить. Придайтесь логике просто, друзья. Вот если бы они погибли бы, упали бы, да, тогда можно было бы говорить, это не мы там это, третье, но не упал самолет. Он продолжает движение. И теперь вы должны сказать, ой, извините, мы думали, это украинский дрон, пожалуйста, давайте сейчас будем спасать там и так далее, и так далее. Потому что у вас нет гарантии, что он упадет в Каспийское море. Понимаете? Откуда у вас гарантия, если он сразу не упал? Вообще от попадания ракеты он должен падать сразу. Он сразу должен разрушаться, на это и рассчитана эта ракета. И после этого вы должны видеть плоды своего труда. Он должен рассыпаться и падать вниз. Но самолет продолжает движение. Значит, вы быстренько извиняетесь, приносите извинения всем на свете и говорите, все, сажайте самолет, слава Богу, что он не упал. И молите Бога, чтобы он сел благополучно и там без жертв обошлось. Но если вы в него стреляете, а потом вы еще рассчитываете, что 67 человек погибнут, дальше пытаетесь их второй ракетой, например, их убить. Потому что вы там им хвост зацепили, крыло там поцарапали, еще что-то. Вот в таком случае, когда вы уже знаете, что это гражданский самолет, вот в таком случае вы берете себе грех на душу 67 жизней. Плюс в соответствии с Уголовным кодексом массовое убийство 2 и более лиц. Вот как получается. Поэтому версия о том, что попали случайно и потом хотели утопить в море, она вообще не выдерживает никакой критики. Нельзя так просто, невозможно так, понимаете? Это вот они все вот там эту программу заложили, они все начали говорить, потому что им нужно как-то объяснить. Самолет, ракета попала, видим следы на самолете, все, зафиксировали. Над Каспийским морем летел, все, зафиксировали. И нужно как-то объяснить. И никто же не будет говорить, что да, в него стреляли умышленно. Целенаправленно, чтобы его сбить. Это нужно скрыть, целенаправленное попадание или стрельбу по самолету. И вот они пытаются как-то лепить из этого Горбатова. А не получается. Только если умышленно хотели уничтожить, только если он летит над уже Каспийским морем, в него стреляют. Вот да, в таком случае он падает в море, и вот тогда ваши следы от вашей ракеты, тогда можно скрыть в воде. Все, на глубине не нашли обломки или найдут какие нужны российские аквалангисты, спрячут вот эти
следы и скажут, мы нашли только это, допустим. Все, в деле нет, все, концы в воду спрятали. В таком случае, да. Но если вы стреляли неумышленно, вы должны пытаться спасти этот самолет. А его никто не пытался спасти. Более того, российские военные заглушили самолет. Почему он пропал с радаров? Я предположил, что пилоты сами отключили, потому что по ним начали вести огонь, они поняли, что по ним стреляют, они отключают транспондеры и пытаются выйти за территории российской территории. Выезжают, вылетают. Ну и ближе всего им по Каспию уходить. Я предположил так. Но выясняется, что не они выключили транспондеры, а россияне, военные, выключили их, чтобы они не могли передавать. И вполне возможно, уже за место них, за место пилотов, уже везде информацию передавали российские военные. Что нам тут птицы попали, у нас тут газовый баллон взорвался, кислородный баллон взорвался, еще что-то там взорвалось и так далее. Вот, понимаете, о чем я говорю? Скажите, пожалуйста, если у вас возражения по моей гипотезе, и давайте обсудим. И, Леонид, кстати, по поводу выяснить, были ли дроны или нет. Я пытался выяснить, как только мог. Никто, кроме из средств массовой информации, никто не слышал и не видел. Конечно, у меня ограниченные возможности сейчас это так проверять. Но за все это время я не нашел человека, который сказал бы, что да, дроны в этот день атаковали. Более того, на всех видео, везде, которые есть, на других видео моментально мы видим несколько камер с разных ракурсов. Всегда кто-то достает камеру и снимает. Потом есть место попадания. Ведь украинцы посылают дрон не со 100 граммами тротила. Это не маленький дрон, который на поле боя они используют против там, автомобиля или какого-нибудь там легкой пехоты. Это тяжелые, хорошо загруженные, там несколько десятков, может быть сотня килограммов. Например, когда сейчас прилетел до этого, до 25 числа, прилетел беспилотник, легкомоторный самолет, переделанный под беспилотник, прилетел по второму полку имени Ахмада Кадырова, но мы видели все просто. Сдалека, как он летит, шум. Прям когда он уже во двор этого, над самой территорией летит, снимает человек, падает этот уже служащий с этого полка второго. И такой мощный взрыв, есть место попадания и так далее. Всего этого мы не увидели. Ни места попадания, ни никакого полета. Только вот племянник Рамзана Кадырова, которого сразу же наградил Рамзан Кадыров. Это путинская такая тактика. За какую-нибудь услугу сразу давать медальку. Он показал какое-то сомнительное видео. Причем его распространили сомнительные все остальные. Где где-то в воздухе происходит вспышка такой и взрыв. Ну, такой небольшой взрыв, знаете, такой средненький, дрончик такой, как будто взорвался. И непонятно, когда это снято, где это снято, кем это снято. Может, это вообще в Украине снято, может это специально подготовленное видео, специально вот под этот случай, якобы. И самое главное, тоже дополнительно, здесь много просто моментов всплывает, здесь все самое важное. Вначале они говорили, что они отказывали самолет только лишь потому, что был туман. Потом, когда им начали предъявлять, если вы тут сбиваете украинские дроны, почему вы не перекрыли небо полностью, они заявили, что сейчас они заявили, что небо было перекрыто и не из-за тумана отказывали. Версия меняется. Скорее всего, самолету было отказано именно из-за тумана. Было, по крайней мере, так было заявлено. Был какой-то, может быть, не сильный туман, может, сильный, не знаю. Но вначале самолету было отказано в посадке из-за тумана. Ему просто предложили проследовать до Махачкалы. Он долетел до Махачкалы, там сказали, мы вам здесь тоже отказываем. Самолет небольшой, топлива немного. Другого выбора у него нет, он летит, на Кавказе больше ему нигде не дают места, у нас здесь везде туман, все, вам садиться нельзя и так далее. Все, летим тогда к Актау. Перелетают
через Каспийское море, ну, начинает лететь над Каспийским морем, в этот момент, я полагаю, нанесен был удар. Отключили, заглушили весь самолет, тоже указывает, зачем глушили самолет. Потому что глушили якобы украинские дроны, которые летят. Ну, эта версия, в принципе, ее можно как-то еще рассматривать. Вот как-то так. А если так посмотреть, ПВО работает, уходит, точно не попал по самолету ракет. Там следы, как будто с пулемета стреляли. Тоже непонятно. Да, есть, дырки есть. Именно так от шрапнели происходит. Вот помните, есть MH17, по нему выстрелили из бука они стреляли. Так вот, следы были такие же. Это такие шарики, такие вот осколки. Кругленькие, квадратненькие, прямоугольные и такие вытянутые. Разные они там могут быть. Если стреляли из пулемета, такой кучности не было бы. Не может быть такой кучности, если стреляли бы, там, например, из пулемета. Если бы стреляли бы, и причем от пулемета были бы больше дыры. А здесь было как будто такие, ну вот в радиусе, ну может быть 50 центов, ну да, вот, ну может быть сантиметр, может быть 1,5, вот такие дырки. И побольше, ну вы видели эти все. Поэтому я думаю, это не из-за пуль. Если бы стреляли из какого-то крупнокалиберного, то еще больше были бы дыры. Даже от 7,62,2 стандартного этого пулемета Калашникова или Дегтярева, да, как он называется. Там и то больше 7,62,2 будет. А если это из ДШК стреляли, это вообще там разрывало бы на куски. Поэтому я думаю, все-таки это была шрапнель от ракеты. И самое главное, уже эксперты азербайджанской стороны уже подтвердили, что это была шрапнель, что по ней стреляли. Ну, посмотрим, что будут говорить эти деятели дальше. Панцирь, говорит, Град. Ну да, все говорят панцирь. Я просто особо не разбираюсь в этих их установках российских. Но, да, говорят все про панцирь. Это такой бук, только поменьше. Поменьше. Алиев и Такаев просто на привязи. И вряд ли ради дружбы с северными партнерами. А режим ковер как-то туман отменяет? Нет, конечно, режим ковер туман никак не может отменять. Туман есть туман. Но дело в том, что если у вас режим ковер, то вы до появления самолета еще в вашем воздушном пространстве должны уведомить, что у нас режим ковер, мы не можем никого пропускать. Но если вы не дали самолету сесть, потому что туман, и потом, когда уже самолет не упал в море, да, в море, потому что не было задачи изначально, вы поймите, не было задачи изначально сообщать об украинских дронах. Понимаете? Потому что их не было в природе. Нету фактов достоверных, что были украинские дроны. Поэтому говорить о ковре нет смысла. Потому что если режим ковер, то вы самолет вообще не должны впускать в свое воздушное пространство. Должны сразу уведомить. И если самолет падает в море, вы говорите птицы. Никакого ковра, никаких украинских беспилотников, ничего нет. Просто были птицы, самолет, был туман, попали птицы, и вот он упал в море. Все. Но самолет не упал в море и долетел. И на его фюзеляже обнаружены следы от шрапнели. Соответственно, в него стреляли, птиц не было. И вот тогда вам нужно говорить, что раз вы стреляли, что в таком случае у вас должен быть режим ковер.
Потому что вы стреляли. Если вы стреляли, значит вы стреляли не по гражданскому самолету, а стреляли по украинскому беспилотнику. И вот тогда появляется режим ковер. А вначале его этого режима не было, не обсуждалось. И только после того, как самолет упал в Актау, загорелся в Владикавказе. Если я не ошибаюсь, в хронологическом порядке именно так было. Резко возгорание произошло закрытого торгового центра в Владикавказе. И все информационное внимание общественности должно было переключиться на атаку украинских дронов, что вот отбивались русские, и вот нечаянно задели азербайджанский самолет. Хотя в начале этой версии не было. Как-то так. Авраам Железный говорит, я не пойму смысла, зачем бить по гражданскому самолету? Над Украиной тогда были боевые действия, сейчас зачем? Вот, Авраам, мы возвращаемся к мотиву, и вы, наверное, прослушали мой мотив, их мотив, который я озвучил. Дело в том, что после поражения, позорного бегства Асада и российской бандармии из Сирии, нужно было отомстить за вот это поражение Турции. Но Турции мстить страшновато. Потому что Турция сейчас входит в НАТО. Это раньше Турция боялась Россию. А как только Турция вошла в состав НАТО и находится под зонтиком американцев, то уже турки уже не боятся России. Теперь Россия побаивается. Понимаете? НАТО. И не только Турция. Она и Литву, и Латвию, и Эстонию боятся. Они уже боятся этих республик. Поэтому здесь мотив уничтожения не ошибочно, как было с MH17. С MH17 я допускаю, что было ошибочно. Тогда они сказали, что там украинские там, птичку сбили, и так Гиркин тогда писал. Здесь была целенаправленная задача уничтожить азербайджанский самолет, чтобы нанести вред, отомстить Турции. Но это сделать так, чтобы не заподозрили, что они сбили этот самолет. Для этого его подогнали под ракету над Каспийским морем, нанесли удар ракетой и в надежде, что он упадет в море, и все, на этом все закрывается. Все, вопрос исчерпан, вопрос закрыт. Но вот что-то пошло не по плану. В Владикавказе, в Нальчике или в Тбилиси почему не садились там? Никакого тумана не было и не было дронов. Ну, например, если не брать Тбилиси, а Владикавказ, Нальчик, там, да, почему не садились? Вот, почему надо через Каспийское море лететь? Понимаете? Не было задачи лететь Актау. Была задача предложить лететь, а то, что они не долетят, это уже должны были решить российское ПВО. Не должно было им дать долететь. Вот как-то так. Я это так вижу. Так, почему непонятно? Понятно, сбили по ошибке, неудобно вышло, когда Россия призналась в сбитии пассажирского самолета. Леонид, ну вы опять, вы меня не слышите. Или я, может, старые комментарии читаю, может, вы сейчас уже, наверное, может, поняли, что я хочу до вас донести. Вопрос, для чего могут на КРА свалить? Что даст Российская Федерация? Российская Федерация ведь считает ЧРИ своей частью, а значит ответственность на РФ. Или это самое время для РФ признать независимость ЧРИ? Евгений, я, конечно, об этом не думал по поводу признания. Я так на всякий случай сказал, что Кадыров возьмет на себя, если надо, он возьмет с большой радостью, при большой радостью. Все, что ему русские скажут, он возьмет на себя. Но вот у меня вызывает подозрение, что они начали говорить, у Кадырова какое-то ПВО есть. Когда Кадыров просил это ПВО, ему его не давали. По крайней мере, мы не слышали, что давали. А сейчас у Кадырова какое-то ПВО, как будто это какая-то отдельная армия и так далее. Поэтому зачем, ну, например, сказать, что, чтобы, например,
не втягивать Россию в войну, что это была самодеятельность Рамзана Кадырова. Все извинятся, выплатят компенсацию, Рамзан Кадыров террорист, бандит и так далее. Да, он там запустил, там пульнул и так далее. Все, на этом вопрос. Ну, как версия, я просто не знаю. Я тоже не вижу особого смысла все валить на Кадырова, но так как они начали говорить про ПВО кадыровское, я предположил просто. Хотя ты прав, Жень, я не вижу тоже смысла. Какой смысл? Тот же россиянин. Это нам можно что-то доказывать. А Азербайджану, которого самолет сбили, ему как-то все равно. На российской территории российское ПВО, за рулем там этого ПВО сидел Махмуд или там Иван, никого не волнует. Возьмет 100%, говорит. Да, может быть, Оксана, вполне возможно. Возьмет, конечно, да, если скажут, то возьмет на себя все, что скажет. А как объяснить, почему самолет направился через Каспий? Файза, в Туркестане. Вот я же вам объясняю. Вы новые, наверное, заходите и не слышите меня. Самолет летит над Грозным. Ему отказывают из-за тумана якобы. Ему говорят, летите, если вы по карте посмотрите, Актау, Грозный и на расстоянии между ними вот находится, вот между вот этими двумя точками находится как раз Махачкала. С Грозного он летит на Махачкалу, ему говорят, например, тоже туман, мы вам здесь не можем дать сесть. Он говорит, ну куда я тогда сяду? Ему говорят, вы можете лететь в Актау, потому что здесь туман, негде сесть. Он говорит, хорошо, я принимаю решение лететь на Казахстан, на Актау. И в этот момент он появляется над Каспийским озером, и в этот момент русские отключают сперва его, глушат, чтобы он не мог передать в случае чего. В нас попала ракета, мы падаем, 3-е, 10-е, чтобы всего этого не было. Чтобы никаких ненужных звуковых сообщений не дошло до диспетчерской службы. Наносится удар, сперва его глушат этот самолет, наносится удар, он падает и все. И как раз версия по поводу стаи птиц, как раз она уже все, она уже рабочая. Все, можно ее обсуждать, можно ее толкать и говорить, да, были птицы, как раз здесь перелеты там каких-то птиц, там еще что-нибудь придумают и так далее. Я думаю, это так выглядит. Звучит логично, говорит. Ну вот, мне кажется, да, здесь изъянов нашей гипотезы меньше всего. Я практически не вижу изъянов в моей гипотезе. Специально, чтобы не долетели, все верно. Если не заподозрит никто, что сбили азербайджанский самолет как месть, то как бы это стало местью, если Турция бы не догадалась. Но, понимаете, вы правильно говорите, это очень хороший вопрос, я тоже думал над этим. Но дело в том, что вам не обязательно об этом бить в грудь и говорить. Все друг друга все прекрасно понимают. Если ваш самолет упал из-за каких-то птиц и из-за того, что был туман, а вы недавно покинули Сирию и вы очень злы на Турцию, то турецкие спецслужбы, так они всегда, все спецслужбы так себя и ведут. Они делают какие-то вещи, которые трудно доказывать, но есть основания предполагать, что за этим стоите вы. Вот так это делается. Вот с такой целью вполне возможно это было сделано. Ну, самолет оказался прочным, говорит Зариша. Ну, может быть, самолет прочный, или ракета взорвалась на немного отдаленном расстоянии, чем должна была бы обычно взрываться. Так, пойдем дальше. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Я рад вас видеть. Да благословит вас Всевышний Аллах успехом. Алейкум, Умар. Спасибо. Взаимно, Умар. Может, они кого-то перевозили, кого надо было убрать, как версия.
Лиза, да, это тоже, конечно же, вы правы, это тоже имеет место быть. Я именно эту версию как одну из тоже рассматривал еще вчера. И эту ее тоже снимать со счетов, эту версию нельзя. Может быть, там находилось лицо, либо группа лиц, которых Россия хотела уничтожить. И такое, это тоже возможно, да, вполне. Это уже другой мотив. Та же схема, но мотив уже исполнение преступления одно и то же, а вот сам мотив, да, может отличаться. Уничтожение одного лица, либо месть за поражение в Сирии. Может быть и так, да. Так, что у нас еще тут? Там выжила бортпроводница, она уже рассказала, что над Грозным обстреляли и его напарника ранили, говорит Таня. Ну, я не знаю, где обстреливали, 2 взрыва было, сказала она. Да, я тоже слышал про 2 взрыва. Может быть, над Грозным обстреляли, может быть, обстреляли над Каспийским морем. Следствие установит. РФ хотят завалить Алиева, самолет перепутали. Да я не думаю, Берег, что самолет над Грозным или где-то летящий алиевский самолет там в другом месте они бы перепутали бы. А вот то, что Фаиза говорит, почему пассажиры говорят, что слышали хлопки сразу после второго захода на посадку в Грозном, вот этот момент заслуживает внимания, то, что она говорит. Дело в том, я тоже думал над этим тоже, знаете, я полагаю, что возможно был выстрел над Грозным, а возможно, после второй заход, говорят, на Грозный, может быть, второй заход был уже не на Грозный, например, а над Махачкалой, вот когда они услышали хлопки. Также может быть, что они отошли, потому что это все рядом находится. Для самолета, который в высоте, ему развернуться как раз нужно где-то в районе Махачкалы развернуться, чтобы сделать, ну, условно говоря. Поэтому они могли ошибаться, что они находятся сейчас в данный момент над Грозным. Также они могли находиться и над Махачкалой, когда или рядом. Если они находились в Махачкале, считайте, они уже над Каспийским морем находятся. Поэтому вот то, что вы говорите, это имеет место быть. Этот вопрос имеет место на существование. Но и их свидетельские показания, они очень ценны. И вполне возможно, и нанесли. Я тоже подумал, что второй раз заход был над Махачкалой. Потому что, знаете, нам вначале показывали, Фаиза, что самолет 2 раза пытался сесть в Грозном, но потом, когда уже я смотрел на карте, вот этот 8, круг такой самолет сделал, он делал его не над Грозным, который нам вначале показывал, по крайней мере, который я так видел, а уже вот там в Октау он был там показан. Поэтому они могли подлететь к Грозному, им сказали отказано, они дальше пролетели, и им сказали отказано над Махачкалой, а когда вы сидите, и если там немножко даже туман, особенно если это будет в облаках, то вы можете легко перепутать, где Грозный, а где Махачкала. Вполне может быть. Опять же, вот эта версия, вот этот момент тоже нужно уточнять. Будем ждать следствия. Конечно, мне очень не нравится, что там
находятся россияне, поэтому я уже не смогу безоговорочно доверять этой версии, если она будет пророссийской, выгораживающей Россию, если будет эта версия. Если правда был бы туман, они бы отменили рейс изначально. Да, вполне возможно, если туман в месте вылета, то да. Если же, например, во время вылета нет тумана, а по месту прибытия он появляется, то тогда могли не отменить, потому что в надежде, что туман рассосется. Там немножко подует ветер, и туман может исчезнуть. Поэтому отменять рейс не стали бы, я полагаю. Считаете ли вы, что Чечня должна отделиться от России? А что значит Чечня должна отделиться? Мы суверенное, независимое, демократическое, правовое государство, оккупированное фашистской Россией. О чем мы говорим? Отделяться? Ваши войска бандитские должны покинуть нашу страну, и все, как и больше никаких разговоров не должно быть. Валейк салам, оштвам, ашволь. Они не могут перепутать, у них четкие координаты. Нет, перепутать не летчики, говорю, а пассажиры, которые находятся в самолете. Они могли перепутать, находятся ли они над Грозным или Махачкалой. Но эта версия, про которую вот Фаиза пишет, ее, конечно же, этот момент нужно учитывать. Потому что мнение, свидетельства очевидцев, свидетельства пассажиров, это очень ценная информация, которую нужно очень детально и скрупулезно проверить полностью. Ошиблись они, где-то они там под воздействием каких-то фактов, они же пережили шок, стресс, могли там внушить себе что-то. Это нужно разбираться, нужно всех переспрашивать и так далее. Но я думаю, мы узнаем эти их показания. Туман мешает для управления самолетом, но местность не определяет по координатам. За полчаса туман не исчезнет. Ну, исчезнет. Почему не исчезнет? Смотря какой туман и как бывает. Очень даже исчезнет. Нигде не допустили их на посадку, это уже шок. Вот этот момент тоже вызывает сомнения. Почему нужно лететь через Каспийское море 500 километров, когда можно там 100, 200 километров, 300 километров пролететь? Ичкерия, Алла. Казахстан, Алга, Умар. Да, я тоже подумал, что это плюс месть за сбитый в Турции военно-рожковский самолет, тот, который помидорами не отделался. Ну да, это мы помним, да, сбитый турками самолет российский. Ичкерия должна быть деоккупирована. Однозначно, Георгий. Слава Украине. А стюардессы могут знать лучше, что происходит. По правилам пилоты передают им информацию. Ну, я не думаю, что сразу всю информацию стюардессам могут передавать, но то, что стюардессы намного, конечно, лучше будут ориентироваться своих пассажиров, которые там раз в год летают, а стюардессы там раз в неделю летают по этому маршруту, например, и они информацию от пилота получить могут. Ну, сразу же получать информацию, может, не станут, когда там делают круг, там заняты, стюардесса пока занята пассажирами. Поэтому вся информация у нее сразу же актуальной быть не может быть. Но она бы точно знала бы, над Грозным они 2 раза заходили, или же где эти хлопки были.
А когда убивали русских гражданских людей, это как? И убегали куда могли? Лиляс, что несешь? Каких русских гражданских мы убивали? Что за бред ты несешь? Ты хочешь сказать, ваши русские, когда убивали наших граждан Чеченской Республики Ичкерия русской национальности? Да, вы их убивали, да. Можно было бы лучше обратно в Баку, чем Казахстан. Но уже там не до этого было. Асан, ты признавал Масхадова? Если ты признавал, то ты должен признать предателем тех, кого он считал. Ага. Ну, я признавал, конечно же, это наш президент Масхадов. Я бы не голосовал за него, когда были выборы. Да, Лазват, Обалдуальцин. Но, конечно, это был, я уважаю выбор своего народа, и Масхадов был избран президентом моим народом. Кого он считал предателями и кого он не считал предателями, я ничего не должен считать. У меня есть своя голова, и только лишь потому, что Аслан Масхадов кого-то считает или что-то делает, я этого не должен делать. Хотя, конечно, его мнение для меня важно и ценно, и так далее. Но с учетом того, что вокруг него было очень много предателей, которых он собрал, к большому сожалению. Поэтому его прозорливости, его способности различать враг или друг, я лично сомневаюсь. Я знаю, что это был смелый, мужественный человек, но не думаю, что он был супер способен проницательно разбираться в людях. Что, вот это в этом я его и считаю, что была ошибка совершенно, что он не разбирался в людях. Поэтому, если он кого-то считал предателем, а кого-то не считал, пожалуйста, доказательства в студию, и я уже тогда скажу, я согласен с ним или нет. А так, безоговорочно, только лишь там Аслан Масхадов кого считал, я так сказать не могу. При всем уважении к Аслану Масхадову, к его памяти. Валейк салам, Честер, Машова. Черный ящик нашли, там должны быть подробности. Да, говорят, нашли оба черных ящика, все имеются. Люди бедные ни за что погибли, а те, кто выжил, намучились, пока все не закончилось. Да, я представляю, какой стресс там пережили эти люди. Я просто вспоминаю, как я один раз летел, по-моему, в Швейцарии, летел в Германию, или с Германии в Швейцарию, и попали в турбулентную зону, в яму такую попали. У меня был стакан воды, я помню, в руках. Я как раз собирался сделать глоток. И я помню, как вода просто из стакана у меня вот так поднялась. И немножко разлилась. Но вся вернулась в стакан, но немножко разлилась. Я помню, какая паника была на самолете. И какие волнительные моменты я сам испытал. Потом я вспомнил, что нужно держать себя в руках, и немножко успокоился. Но самое интересное было, рядом со мной сидела женщина, наверное, лет 70, наверное. Она абсолютно была спокойная. Это была немка, она абсолютно была. Все паника, крики, женщины, дети рыдают. Она была самая спокойная. С другой стороны, брат, сидела очень испуганная. Через ряд. Люди не бедные, им повезло, они должны были утонуть. Да, они должны были все погибнуть. По плану, я полагаю, они должны были все погибнуть. Салам из Украины, салам, Василь. Слава Украине.
Если все в руках России, то следствие тоже. К большому сожалению, мне, да, очень не нравится, что они туда включили. Ну, посмотрим. Не будем сейчас загадывать, что там, как следствие будет. Есть надежда, что если Турция посчитает, что вот наша версия, они же тоже, у них эксперты сидят, они за этим смотрят, прекрасно знают, на что Россия способна и что она может. Поэтому если Турция и НАТО посчитают, что это был им привет, то я очень надеюсь, что там комиссия будет очень тщательно, скрупулезно вести эту работу, и туда, ну, уже русские включены, ну, по крайней мере, попробуют провести следствие открыто, объективно и непредвзято. Будем надеяться. Посмотрим. Логично, Асан. Как-то попадал в такие вот ямки на самолете, впечатление не слабое. Да-да. Это точно, Евгений. Впечатление не слабое. Ассаламу алейкум. Если найден черный ящик, то почему-то передаются разные информации, как-то инфо не сходится, но сомнительные информации. Ну, пока еще никто нам следствие, это мы сейчас догадки все выстраиваем. Сейчас пока вот что мы можем сказать официально, это представитель Азербайджана, какой-то чиновник или министр, или я не помню, премьер-министр или кто-то из депутатов, сказал, что Россия должна извиниться, что это была атака. Все, вот такой вопрос стоит. Уже официальные азербайджанские власти это высказали. Видимо, предварительное следствие уже дает информацию, и они имеют возможность высказывать такие вещи. Поэтому я полагаю, что ну, нам еще предстоит. MH17 катастрофу тоже замолчали. Да, кстати, MH17, ее, конечно, и расследование было, ее не замолчали, очень много все разобрали, но, ну, в чем привлекать? Ну, Путина, ну, его за большее, там, за то, что Украине сделал, нужно привлекать, а никак не могут. Если бы они хотели сбить, они бы стреляли другим ЗРК всего-то навсего. Панцирь, легкая, ненадежная ракета. Ну, может быть, Леонид, ну мы не знаем просто всех обстоятельств. Достаточно было, например, если было 2 ракеты, то и достаточно было очень вот эти 2 ракет, по идее. Опять же, может быть, панцири у них в доступе, а ЗРК нет. ЗРК, если запускается, может еще какая-то там, ну, масса может быть причин, поэтому только лишь на этом основании мы не можем сказать, что это была неумышленная стрельба. Но, не знаю, если бы стреляли, например, из ЗРК, смотрите, чем отличается панцирь от ЗРК. Как я понял, я еще раз говорю, я небольшой специалист в этом, но ЗРК, он непосредственно попадает в двигатель и уничтожает двигатель на тепло, то, что летит. А вот эти буки и панцири, они взлетают и рядом с самолетом разрываются и вот этими осколками поражают самолет. Видимо, если стрелять ЗРК, и он попадает в двигатель, а двигатель потом будут доставать из воды, его найти будет проще, чем, например, тот же фюзеляж, который может просто даже не затонуть. Он же из легких металлов, из легкого материала сделан. Он как пластик, он может вообще не затонуть, или его могут далеко унести, его можно разорвать. А двигатель, если в него попадет ракета. Поэтому я просто догадки строю, просто я пытаюсь ответить на ваш вопрос. Потому что я не разбираюсь ни в ЗРК БУК, ни просто ПЗРК. Да, ПЗРК. Салам всем свободным людям. Салам, Аслан. Хочу принести свои соболезнования родственникам погибшим. Я думаю, все, кто остались, должны молиться за летчика и человеку, кто молился и сам спасся. Салам, Эд. Салам алейкум, Эд.
Выражаю также, присоединяюсь к твоим соболезнованиям, выражаю искренние соболезнования всем родным и близким погибших, выражаю и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Дала геш дуэль, дал дек албуэль лахелнаш, дал иман собор лоэль гергалшна, она лазинчайна, дала сионс маршал дуэль. Алейкум, гражданин Чкери Машуа. При заходе на посадку достаточно зенитные пушки. Да, достаточно, Абдураим, допустим. Но в таком случае у тебя на земле будут обломки самолета, где будут пробоины от зенитной пушки. И как ты будешь азербайджанской стороне доказывать, что самолет упал от птиц? Версия была-то такая. Вначале говорили, что стая птиц, и вот самолет упал в море. Ну, там, не в море, что вот стая птиц была, все. Самолет должен был больше не появиться на радарах, все, он должен был исчезнуть. Но так получилось, что он выкарабкался. В Украине русские нацисты убивали своих солдат. Да, это было. Ты вообще, да, я такой. Допустим, случайно ударили ракеты. Так почему не посадить самолет в Грозном и извиниться? Вот об этом я, Оксана, и говорю. Если случайно даже убили бы все 67 человек, вы не несете за это ответственность. Идет война, по вам работают вражеские там беспилотники. Вы сбиваете случайно залетевший самолет. Да, халатность, да, ошибка и так далее. Все. Даже никто не убит в нашем случае, в данном случае. Понимаете, никто не погиб. Моментально нужно извиниться и сказать скорейше, давайте сажайте самолет, все, мы случайно попали не в тот, стреляли в украинский беспилотник, попали в гражданский самолет. Все, извиняемся, закрыли вопрос. Нет. Не было этого. Нет, не так это. Не клеится эта версия. Вы не совершили никакого преступления, а потом вы берете на себя, вешаете 67 человеческих жизней. Совершаете... Нет, это абсурд. Это нарушение интеллектуальных паттернов полностью просто. Так. Мне еще один момент удивляет. Пилотом конкретно команды не было для нормальной посадки. Как-то получается, иди к папе, иди к маме. Понимаете, тоже случайно. И что? Ничего. А вот Азербайджан, когда года 4 назад сбил российский вертолет, не изворачивался, а принес извинения, выплатил компенсацию. Об этом, кстати говоря, вот этот чиновник азербайджанский, он и сказал. Говорит, мы же перед вами извинились и вам выплатили. Поэтому давайте без разговоров, признавайте и выплачивайте. Но я думаю, эти будут сейчас изгаляться, как уж на сковороде будут. Пытаться уйти от ответственности. А сам мне трудно что-то сказать, сердце кровью обливается. Фашистская Российская Федерация просто варвары. Мечтаю, чтобы все ФРФ и КГБ и участники военные из ФРФ были преданы суду. Да, Эд, да, к большому сожалению, вот с такими людоедами мы имеем дело. Самолет обстреляли в небе над Наурским районом. Откуда информация, Георгий? Почему вы считаете, что над Наурским было обстреляно, а не где-то в другом месте? %100% согласен с вами. Так, да, правильно. Теперь Кавказское небо будет обходить мировая авиация.
зато потом награждает племянника. Да, и награждают не просто так. По всей видимости, он принимал участие в прикрытии вот этой операции. ФСБ и военные там запороли, и, как обычно, Кадыровы спасали русских военных и ФСБ. Поэтому как-то так, друзья. Друзья, я на этом мы уже более 1,5 часа в эфире. Я думаю, на сегодня хватит. Думайте, друзья, мне будет интересно узнать ваше мнение в комментариях. Пишите, давайте обсуждать. В споре, в общении, в выяснении рождается истина, как известно. На этом наш стрим заканчивается. Все будет Ичкерия. Слава Украине, Ам Израиль Хай. Господи, благослови Америку. Адикер, Маш, всего хорошего. До свидания, друзья.